В общественной приемной президента России в Магасе в рамках регулярных встреч с жителями республики сегодня состоялся прием граждан под руководством главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Круг рассмотренных в рамках встречи обращений включал в себя как просьбы содействовать в оказании индивидуальной социальной поддержки, так и коллективные заявления жителей региона и инициативы по улучшению инфраструктуры республики. Так, заявительница, потерявшая родителей в раннем детстве, обратилась в связи с жилищным вопросом. Девушка, как сирота, стоит в очереди на получение собственного жилья. Но, несмотря на 10-летний срок с момента достижения ею совершеннолетия, вопрос до сих пор не решен, вследствие чего она вынуждена проживать у родственников. Махмуд Али Калиматов дал на месте поручение министру образования республики в течение года выделить обратившуюся квартиру надлежащего качества, что он особо подчеркнул. Кроме того, глава Ингушетии потребовал от Миноборнауки ежемесячное докладное по текущей ситуации с предоставлением жилья сиротам и от контрольного управления администрации главы и правительства Ингушетии. Осуществление перманентного анализа и контроля исполнения законных требований социально незащищенной категории граждан. Также в ходе приема граждан были рассмотрены вопросы повышения качества оказываемых услуг энергоснабжения, эффективной организации междугородних перевозок, реализации инвестиционных проектов и другие. Я стала в 2001 году. Просто вам сколько было лет? Мне было 11 лет. 11 лет. Да, но мы не знали о существовании этой программы, и так получилось, что вот 10 лет мы просто сидели. Официально вас признали нуждающимся как сироту в 2010 году, да? Ежемесячный контроль, чтобы вам докладную не только по ей, а по всем сиротам ежемесячно давали отчет, движение этого жилья, какое жилье, контрактованность денег этих бюджетных. Стройжилнадзор, это, чтобы он лично на мое имя докладной писал о готовности тех или иных квартир перед тем, как дать и объявить человеку обследование жилья, составлял акт отдельно на каждую квартиру. Особое внимание обращать на те квартиры, которые выдаются, той прослойки конкретно, и ей лично все жалобы поступают от категории социально незащищенных людей, детей, стариков. Выделяйте их, изучайте, реально возьмите на контроль исполнение законных требований этой категории людей. Те слои населения, социально незащищенные. Значит, государство выделяет для них жилье. Это большое подспорье им. Поэтому это жилье должно быть качественным. В течение года вы квартиру ей дадите.